Кочевники-нагайцы перемещались с места на место долгие века, даже когда у народа появилось свое государство – Ногайская Орда, а случилось это в XIV веке. От Волги до Иртыша жили они. Пару столетий спустя образовалась Малая Ногайская Орда. В середине XVI века они ушли на Кавказ, а еще через 200 лет вернулись на Нижнее Поволжье. Впрочем, и сегодня в Дагестане, Карачаево-Черкесии живут потомки тех нагайцев. На Астраханской же земле нагайцы окончательно осели в XVIII веке, когда были построены два села – Сиитовка и Хаджитаевка. Русская администрация на свои деньги выстроила дома деревянные с целью того, чтобы обоседлить нагайцев, чтобы они перешли к оседлому образу жизни, чтобы было легче им управлять. Но в архиве я нашел очень интересный документ, связанный с этим периодом. Нагайцы, не приспособлены к такой жизни, первоначально, стали эти дома продавать. И вот возникло целое указание астраханского губернатора, чтобы обратно эти дома вернули нагайцам, да, то есть чтобы они обратно стали жить в этих домах. Они их использовали только в зимний период. С приходом же весны вновь уходили кочевать. Такой образ жизни удавалось вести нагайцам вплоть до коллективизации, и только в 30-х годах они осели окончательно. Перемещались группами, родами, и для каждой такой группы характерно свое обозначение – своя тамга. У Карагаши, самой большой группы астраханских нагайцев, 15 родов. Допустим, я являюсь представителем рода Тубетпес. У меня, по традиции, род обозначается Тарах-Тамгой, это расческа. С помощью тамг они обозначали скот, с помощью тамг они обозначали, может быть, даже территорию какую-то своей метили. Для каждого рода в прошлом было характерно своя мечеть, свой боевой клич «Уран», и также каждый род имел свое кладбище. В чем нельзя отказать нагайцам, так это в связи поколений. Свои корни они помнят, чтут предков, берегут традиции. Лет 20 назад части исконно нагайских сел, о которых мы уже упоминали, расселили. Большая часть семей оказалась здесь, в Растопуловке. Я считаю себя нагайкой, так как у меня родители нагайцы. Я живу в этом селе, в Ногайском, Растопуловке. Мы разговариваем, у нас есть свой язык родной, нагайский. У нас есть традиции, обычаи. Здесь нет, конечно, уже ни юрт, ни специальных повозок, на которых нагайцы отправлялись в очередную кочевку. Но на праздниках все так же играет саратовская гармошка. Живые старинные обряды. Один из главных нагайских обрядов – джинтой. Накануне свадьбы одет жениха или невесты собирают в своем доме представителей старшего поколения. Истоки обряда можно искать еще во временах мужских союзов. Аксакалы собирались, общались, делились мнениями. За столом первым делом нужно помыть руки. После хозяин представляет гостей, а близкого родственника, уважаемого человека, просит стать джи-нагасы. С этого момента он – главный руководитель пиршества.